Швейцарии, на которую мы довольно часто любим кивать головой в качестве ориентира в своем развитии, ровно месяц назад граждане этой альпийской страны посредством референдума отказались от идеи ввести гарантированный ежемесячный минимальный доход. 78% пришедшего к урнам электората отказалось, условно говоря, жить при коммунизме. А ведь в случае положительного ответа каждому взрослому гражданину Швейцарии полагалась ежемесячная выплата в размере, вы только вдумайтесь, 2500 швейцарских франков, независимо от того, есть ли у него работа. Отказались не потому, что негде взять денег на данную акцию. С этим как раз там все в порядке. Основная и, пожалуй, единственная причина, по которой швейцарцы добровольно отказались от манны небесной, это обеспокоенность потерей чувства ответственности и инициативы у населения, особенно среди молодежи. То есть желание на законных основаниях пожить на халяву было категорично подавлено суровым прагматизмом. Если все жители страны дружно будут вплевать в потолок и за это им еще будут хорошо приплачивать, то вот этой самой эталонной Швейцарии просто не будет. Она растворится, как сахар в чае. Я вот тут представил на минуту, не дай бог, кому-то из наших граждан придет в голову идея провести референдум на халявную тему в Абхазии. К примеру, с инициативой в одночасье установить минимальную зарплату бюджетникам в размере 100 тысяч рублей. Или, допустим, отменить все виды налогов. Или еще лучше, каждому жителю страны вручить по Лексусу. Уверен, при такой постановке вопроса сомневаться в явке и в том, как в итоге проголосует электорат, даже не пришлось бы. Рискую быть в очередной раз обвиненным в непатриотичности, но когда наши государственные мужи последние 10 лет, не стесняясь, и более того оскорбленные чужими сомнениями в правильности такого пути, только и делали, что планомерно сажали страну на халявную иглу, для Абхазии это не могло не аукнуться без последствий. В итоге, сделав халяву естественным элементом абхазской действительности, без которой нам никак не прожить, мы низвели статус гражданина, в том числе и того, кто с оружием отстоял свободу своего народа, до обычной электоральной единицы с повадками ребенка, который, как известно, все время требует волшебства. Хочу, мол, и все. Однако ресурс этого волшебства уже исчерпан. Жить дальше в таком режиме значит поставить крест на перспективах абхазской государственности. Президент Рауль Хаджимба это понимает, иначе никаких реформ он не начинал бы. Да, эти реформы буксуют. И не потому, что президент вдруг передумал. Отнюдь нет. Просто сопротивление велико. Когда в начале года вводили ввозной НДС, чуть ли не всей страной стали. С какой стати вдруг налоги платить будем? Еще один пример нынешнего бытия. Один знакомый бизнесмен пишет на своей странице в социальной сети: «С апреля даю объявление о приеме на работу». В итоге набрал всех. И украинцев, и россиян, и граждан Армении, но только не местных жителей. Иностранцы интересуются ключевыми моментами в работе, а наши первый вопрос, даже не поздоровавшись, задают про зарплату. Когда я им отвечаю, что зарплата по выработке, то соискатель резко пропадает без вести. Этот бизнесмен пришел к неутешительному выводу, с которым я, в общем-то, согласен. То мы сами, того не заметив, создали среду, при которой сидящий годами без работы человек будет бычки докуривать, на перезвон звонить, бензин клянчить, но работу будет ждать исключительно непыльную, с отдельным кабинетом, мягким креслом, кондиционером и, конечно, большой зарплатой. И ему будет абсолютно все равно, из чего эта зарплата складывается. В ближайшее воскресенье у нас пройдет референдум о доверии президенту Раулю Хаджимба. Кому-то кажется, что убери Хаджимба и наступит счастье. Но, увы, никакой референдум нас не спасет, если мы просто, засучив рукава, не будем работать, как когда-то это делали и продолжают делать граждане Швейцарии.